Мы видим, кроме архитектуры Ашхабада, мы сейчас проехали, вот, и видим, какие стали кишлаки. Обменялись мнениями между собой. Все были здесь где-то лет 10, 15, 120 лет назад. И, конечно, разве можно сравнить вот те кишлаки, которые раньше были, и сейчас? Хорошие дома, хорошая кровля, электричество, прекрасные дороги. Я думаю, мы можем только радоваться вот, тем достижениям, я не стесняюсь этого слова, братского туркменского народа. Я, как новый председатель исполкома СНГ, конечно, не могу не выразить удовлетворение над растущей активной ролью Туркменистана в содружестве независимых государств. И сам факт, что мы здесь проводим саммит глав правительств, и участие ваше личное, и в саммите глав государств в Душанбе, прошедшем 5 октября, подтверждает, что Туркменистан был, есть, и мы уверены, останется составной частью содружества независимых государств. Это очень важно. И в силу традиционных экономических связей, кстати, о которых вы только что говорили, энергетическая взаимозависимость, так, транспортная энергозависимость, наши культурные традиционные связи. Но поскольку русский язык является, мы избрали его языком общения в рамках СНГ, конечно, не может не вызывать удовлетворения сохранения русского языка в Туркменистане. Главный вопрос остается и в сфере экономического сотрудничества. Именно по этой причине в повестку дня сегодняшнего заседания преимущественно вынесены вопросы экономического взаимодействия стран СНГ. Это небольшой шаг. Там вынесено 25 вопросов сегодня у нас. Одни более важные, другие менее важные. Но если мы будем вот такими небольшими шагами двигаться вперед, то в результате мы можем пройти большой и очень важный для всех наших стран путь к укреплению сотрудничества, к процветанию. И именно на это направлена деятельность и Исполнительного комитета сотрудничества независимых государств. И что особенно радует, вот мои первые контакты с главным государством, главным правительством подтверждают, что такое желание есть. Не только сохранять эту нашу общность, которая существовала на протяжении столетий, но и укреплять эту общность, развивать, естественно, с учетом национальных интересов каждой из наших стран, вне сомнения. И содружество независимых государств должно служить развитию каждой из наших стран. Это главная цель. И, естественно, сделать это, жизнь показывает, и традиционная мудрость народная говорят о том, что сделать это всегда легче вместе, а не в одиночку. Я хотел бы еще раз искренне поблагодарить вас за гостеприимство, за все усилия, которые приложили вы лично и ваши коллеги для организации этого саммита. И выразить уверенность, что с вашей поддержкой Содружество независимых государств получит дальнейшие импульсы в укреплении всех направлений нашего сотрудничества. Спасибо большое. Спасибо, конечно. Наша основная цель – это благо наших народов, поэтому, как мы сегодня подчеркиваем, только лишь наши общие усилия дадут очень хорошие плоды. Поэтому я еще раз хочу выразить свою благодарность и пожелать больших успехов в вашем заседании. Спасибо большое. Sabırdaşımı deyəli, şunun aşqavatda, qarşı devletinin arkadaşlarının yurtlarının hükümet başkanlarının genişinin meclis asırlı son işine qatnaşmaq üçün Paşatımızdaki Türkmenlaşın ruhiyet kursuna Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdimuhammed geldi. Hormatly prezidentimiz bu yerde garaşsız devletlerin arkadaşlığının hükümet başkanlarının sammitine qatnaşıcı hükümet başkanları bilen birlikte surata düştü. Уважаемые главы правительств, уважаемые члены делегаций, я приветствую вас в Ашхабаде и желаю успешной и плодотворной работы нынешнего заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств. Хотел бы также выразить благодарность Исполнительного комитета СНГ за большую работу,
по подготовке к проведению заседания Совета глав правительства СНГ на высоком организационном уровне. В рамках повестки дня заседания сегодня предстоит обсуждение важных вопросов сотрудничества и подписания ряда документов. Большинство из предложенных вопросов рассматривается в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита глав государств СНГ в городе Душанбе 5 октября этого года. Выбор экономической проблематики в качестве приоритета для обсуждения на нынешнем заседании заслуживает поддержки. По нашему мнению, экономика – это тот главный вектор, который будет определять как уровень, так и содержание нашего партнерства на долгосрочную перспективу. Для этого имеются все необходимые условия, среди которых можно выделить устойчивые темпы социально-экономического роста во всех странах СНГ. Как свидетельствует статистика, экономика государств Содружества развивается стабильно и динамично. К примеру, в среднем экономический рост стран Содружества в 2006 году составил 7%. Не исключено, что по итогам 2007 года эта цифра будет несколько выше. В частности, темпы роста экономики Туркменистана составляют более 20%, и такие высокие показатели наблюдаются по некоторым другим странам СНГ. Ни в одном государстве сотрудничества не наблюдается снижение внутреннего валового продукта. При этом стоит заметить, что рост объема ВВП в государствах сотрудничества обусловлен главным образом положительной динамикой промышленного производства. Стоит отметить и то, что в последние годы увеличиваются объемы внешнеторгового оборота стран СНГ. Эти положительные тенденции, несомненно, обуславливают актуальность поиска и реализации взаимно приемлемых проектов в различных областях экономики между нашими государствами. В этой связи представляется целесообразным более глубокое изучение возможных направлений совместной деятельности и разработка на этой основе перспективных проектов и программ. Одной из таких областей является транспортно-коммуникационная сфера. Как известно, на саммите в Душанбе транспортная отрасль была определена в качестве приоритетной для сотрудничества в 2008 году. Поэтому рассмотрение сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ вопросов, связанных с основными направлениями развития гражданской авиации, а также с развитием рынка автотранспортных услуг, является особо актуальным. В этом контексте Туркменистан выдвинул ряд инициатив по созданию транспортных коридоров в виде комплексного сочетания железнодорожных и морских маршрутов. Если регулярные паромные переправы соединять порты Туркменбаши, Актау и Астрахань, и при этом будет реализован проект железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан и далее в Иран, то у многих государств СНГ появятся новые большие возможности по транспортировке грузов по коридорам север-юг, восток-запад. Подсчеты показывают высокую экономичность этих проектов, а также значительное сокращение времени нахождения грузов в пути. Исходя из этого, мы предлагаем развивать наше партнерство и взаимодействие в области транспорта. Еще одно, на наш взгляд, весьма важное направление сотрудничества в рамках СНГ – это взаимная инвестиционная деятельность. И здесь не стоит ограничиваться нефтегазовой, энергетической, строительной или транспортной сферами. Привлекательным для инвесторов сегодня становится инфраструктура туризма и отдыха, производство экологически чистых продуктов, питания, одежды, предметов быта и другие отрасли.